Вчера в Абхазии задержали 7 человек. В минувшее воскресенье они устроили вооруженное нападение на избирательный участок в поселке Цандрыпш. Изъяты автоматы, пистолеты, боевые гранаты и другие боеприпасы. Ранее полиция поймала еще 3 нападавших. Дело в том, что 1 марта народ Абхазии выбирал президента республики. Но провокации начались сразу после первого тура голосования. Угрозы поступали местным армянам, русским, да и своим же абхазам, особенно с российскими паспортами. Был совершен откровенно грубый не просто наезд на армян Абхазии, но угрозы, потому что вторая по численности общность, народ, живущий в республике Абхазия, проголосовал не так, как почему-то за них решили. Но 1 марта оппозиционеры решили физически помешать подсчету голосов и вывозу бюллетеней. На одном из участков избили члена избирательной комиссии. Нас не убивайте, пожалуйста! Что за беспредел? Слушайте! А в селе Цандрыпш вооруженные люди напали на школу, где находился избирательный участок. Следственный комитет России завел уголовные дела, в том числе по статье «Терроризм», так как вправе защищать интересы своих граждан на территории любой страны, где произошло преступление. В одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов Республики Абхазия. Часть нападавших задержана. Значительная часть подозреваемых установлена совместно российскими и абхазскими правоохранителями. По некоторым данным, среди налетчиков был так называемый вор в законе Адамыр Пачалия по кличке Пачаха, который уже больше года находится в международном розыске за нападение на полицейских. Одна из атаковавших групп попыталась прорваться через блокпост Мюсера, чтобы скрыться в горах, но не всем это удалось. В перестрелке с правоохранителями ответным огнем был ранен некий Нурик Смыр, которого госпитализировали в Гудаутскую больницу, а позже, прямо в день голосования, туда примчался проигрывающий кандидат. Где наши ребята? На столе. Сейчас один ушел, а сейчас одного фигирует Смыр. Второй тур президентских выборов выиграл Бадра Гунба. Он набрал 54,73% голосов при явке 70%. Его соперник вроде бы как признал поражение, а Следственный комитет заявляет, что беспорядочная стрельба, угрозы жизни и другие преступления против наших граждан, произошедшие на выборах в Абхазии, не останутся безнаказанными.